Успешным возвращением Рахмонов приехал в Казахстан и получил серьезный вызов. Таджикский боец Фаридун Адилов набрал ход и в последних 7 боях не проиграл ни разу. В первом раунде, помимо нескольких попаданий, зрители увидели обмен тейкдаунами без контроля. Во втором стало веселее. Адилов неожиданно оказался сверху, а Рахмонов в привычной манере начал искать выход на прием. Почти получилось кимура, но соперник достойно вышел из ситуации. Адилов прилично разозлился и начал вкладываться в удары. Первый выпад был пристрелочным, второй пришелся точно в цель. Рахмонов оказался в тяжелом нокдауне и до конца раунда выживал на земле. После гонга он даже не поднялся с канваса и ползком преодолел несколько метров до своего угла. Родная публика начала скандировать его имя, и Шавкат преобразился. Ключевым моментом стала защита от перевода, после которой Рахмонов загнал Адилова к клетке и уже не выпустил на оперативный простор. Шавкат впервые поучаствовал в третьем раунде, одержал 9-ю досрочную победу подряд и получил эксклюзивный пояс турнира «Битва номадов». На следующем аналогичном турнире Рахмонов снова был среди главных действующих лиц и одолел Рената Саякбаева, который получил травму ноги и не смог выйти на второй раунд. Пока номад выигрывал в Казахстане, в полусреднем весе М1 произошли кардинальные изменения. Чемпион Алексей Кунченко ушел в UFC и оставил пояс вакантным. В начале 2019-го все казахские спортивные ленты взорвались сообщениями, что Рахмонов будет драться в титульном поединке на турнире в Алматы. Его соперником стал Данила Приказа, который последовательно устранил всех конкурентов и шел на серии из 5 побед. Шавкат сразу взял под контроль пространство и темп. Но Приказа сдаваться не собирался, иногда врываясь с ударами на удобную дистанцию. И все же напор и габариты Рахмонова оказались непосильной ношей для соперника. В начале второго раунда Шавкат прошел в ноги после своей атаки и занял позицию в гарде. Немного поработав оттуда, казахский боец добавил еще больше агрессии и начал амплитудными ударами вбивать голову Приказы в канвас. После формального оглашения результата на талии Рахмонова появился престижный пояс чемпиона М1, а в новостных заголовках рядом с его фамилией все чаще фигурировала заветная аббревиатура UFC. Он мог оказаться в сильнейшей лиге мира уже тогда. Ему предлагали бой на турнире в Чехии и в Санкт-Петербурге. Однако Шавкат предпочел не спешить, провести защиту пояса в родном Казахстане и только после этого штурмовать новую вершину. 28 июня на турнире в Нур-Султане Рахмонов вышел против Тиаго Варежао. Опытный бразилец выиграл 28 боев, из которых 23 закончились досрочно. К тому же он не уступал Шавкату в росте, так что это был серьезный вызов. Соперники решили зарубиться уже с первых секунд. Первым к борьбе прибег Рахмонов и вскоре принялся за свой излюбленный ground and pound. Варежао извернулся, а затем уже сам номад рискнул пойти за гильотиной и потерял позицию. Шавкат предпринял 2 вертушки подряд. Первая доставила неудобства корпусу. Через пару секунд прилетела и вторая, которая пошатнула мировосприятие бразильца. От такого потрясения он уже не оправился и был избит в партере до технического нокаута.